Одной из самых пострадавших отраслей от коронавируса является индустрия развлечений. Во многих регионах страны до сих пор запрещены массовые мероприятия и концерты. Как артисты переживают этот сложный период, мы спросили у певицы, хомусиста и виртуоза Алены Подлужной-Утай. Алена, привет. Привет, Максим. Да, очень приятно тебя видеть, особенно Взаимно. в условиях этой пандемии, О, карантина, да. который то открывает, то закрывает. Вообще очень сложно встретиться с людьми, и каждая встреча, она очень приятная. Взаимно. Спасибо большое, что пригласил. И, конечно же, мы не можем не начать разговор с пандемией, с коронавируса. И это, конечно, тяжелое бремя для очень многих индустрий. Одной из самых пострадавших является Культура, действительно искусство, культура, да. искусство, артисты. Что вообще происходит в твоей жизни сейчас и вот эти последние полгода? Сейчас полная неопределенность. То есть, если раньше был на руках график, и ты видишь билеты все, да, ты понимал, куда ты едешь, ты примерно рассчитывал, на что ты будешь жить, как ты будешь там платить за какие-то вещи. Сейчас ничего не понятно. У меня вот сейчас ни единой нет ни одного заказа, ни одного концерта наперед. Вот я дала мастер-класс недавно, и все. То есть сейчас никакой определенности нет. Конечно, мы работали в карантин, онлайн-концерты, уроки какие-то, да, но все равно это опять, это не то, это не живое общение с артистом и публики, да, нет взаимообмена энергии. Это труднее раза в 3. То есть ты выступаешь такой весь, выкладываешься, и тишина, да, в конце. Ты даже и просишь тех, кто снимал хотя бы пару жидких хлопков. Это тяжело, неопределенность. И я не знаю, наверное, людям действительно не до увеселений в такое сложное время, да, и поэтому пострадала в первую очередь, конечно, наша индустрия. Это по пирамиде Маслоу, да, главное покушать сначала, а потом уже вот эти все ценности. А что, может быть, ты осваиваешь новое что-то? Да, я на всякий случай, так как сейчас, в принципе, весь мир сидит в напряжении, ожидает второй вот волны, закрытия на этот карантин, поэтому я решила освоить новый якутский инструмент, нашу кырымпу. Уже заказала у мастера, уже изготавливается для меня специально. И думаю, что таким образом расширю свой репертуар, порадую еще своих поклонников. Мгм. А почему именно Крымпа? Ну, мне кажется, это один из, ну, не то, что мне кажется, так и есть, это один из древнейших музыкальных инструментов народа Саха. А так как я являюсь представителем и хранителем традиций именно своего народа Саха, я думаю, что вот Кырымпа прям хорошо будет олицетворять нашу культуру. И помимо хомуса и бубна, еще, так сказать, расширится мелодическая линия, потому что все-таки бубен это ударный инструмент, хомус больше, в принципе, тоже такой, да, шумовой, духовой, а кырымпа это именно душа, это именно мелодия и очень похоже на человеческий голос. Возвращаясь к пандемии, э, ты сказала, что выступаешь в основном на Западе, в Мгм. Европе. Сейчас нет выступлений, Нет? нет приглашений. И как-то в одном интервью ты говорила, что у тебя был большой тур, Мгм. там 40 Да, концертов, да, там несколько концертов за день, да, это несколько стран, то было есть такой дело. цейтнот, и тебе там было тяжело. Да, это было тяжело. Почему? Ну, потому что это физически сложно просто. И я же не просто выступаю. Это люди, ну, иногда вот думают, да, обыватели, что что подумаешь, там на хомусе бренькать, да? Фигня, да? Я тоже так могу, и пишут, да? Окей, вперед. Это труд, это перелеты, и ты не просто играешь музыку, ты отдаешь энергию. Ну, по крайней мере, у меня так. Может, поэтому моя музыка и отзывается так глубоко и остро в сердцах людей, потому что я всю душу наизнанку. Я прям вот, ну, я вся отдаюсь. И обычно после концерта мне нужно хотя бы день на восстановление, а там не было вот этого на восстановление. Просто мы меняли города, и вот все время, да, напряжение, все время ты отдаешь, 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 а восполнить баланс вот этот не получается. И там я еле-еле уже, да, я уже приползла в конце тура домой, и сейчас смотрю на это со стороны уже, да, вот после карантина, вот этой пандемии, сейчас вот что происходит. Думаю, как я это могла сделать? Как? Сейчас я обленилась, вот сейчас как бы нет.
Я подумаю 300 раз, если меня сейчас позовут в такой тур плотный, что один за одним. Нет. Я думал, что наоборот, во время вот этого простоя, который случился, тебе, может быть, захочется повторить этот эксперимент. Нет, Нет? наверное, нет. Э, Я поняла многое за этот карантин, и в том числе я поняла, что жизнь одна, она коротка, и надрываться и убивать себя раньше времени не нужно. Нужно все делать в кайф, в удовольствие, в потоке, да, а не рвать, вот урывать что-то, да. Оказывается, можно жить и без такого дикого количества концертов. Никто с голода не умер, никто, извините, с голой попой не бегает по улице, да. Фу, дай бог, всем здоровья. Поэтому, оказывается, можно жить более размеренно, с большим уважением относиться к своему телу, а не использовать его как робу. Да? Оно у нас одно, и нужно его любить и уважать. А мы же обычно как к своему организму относимся? Там, едим, что попало, там, не спим нормально, путешествуем на износ, тяжести там таскать, вот это вот все. И у меня появилось уважение к телу, да, к своему, что надо, однако, поспокойней. А были какие-то случаи, когда ты в плохом состоянии там, выходила на сцену? Да? Некоторым артистам вообще колят уколы для того, чтобы хотя бы на 40 минут они на сцене там, продержались и смогли выступить. У тебя такие случаи были какие-то? Ну, было, что я больная, приходилось выступать, и на телевидении приходилось не так давно, вот очень ответственно было. В честь Дня Республики нашего пригласили на ОТР рассказать о нашей республике, да. Это же честь такая. Ну, я там в лучшем, прям все в традиционном, вся обвешалась серебром. Радостно. А у меня температура под 40. И я так страшно заболела, у меня все отекло. Я не знаю, что это было, какой-то грипп, наверное, но все равно надо было идти, нельзя было отказывать. Прямой эфир, хоть живая, хоть мертвая, иди, короче. И я пошла, и на видео, если смотреть, слышно, что я немножко гнусавлю. Чуть-чуть тогда. Но, с другой стороны, это придало такой колорит более этнический моему голосу. Но, слава богу, пронесло. Вселенная меня любит, я думаю, и оберегает. То есть обычно я, ну, не бывало такого, что приходилось полуживая, полумертвая на сцену выходить. Обычно такого, ну, не бывает. Вот есть такой термин варганотерапия. Мгм. Насколько это правда вообще? И есть ли люди, которые реально приходят с такой просьбой или с таким желанием получить эту варганотерапию? Много людей приходят с разными целями. Кто-то вот именно весь в шаманизме, да, такой погруженный. Кто-то просто чувствует себя приятно от вибраций, мурашки нравится испытывать, да. У всех разные цели. На мои концерты, по крайней мере, приходят люди разные. Кого-то там вообще, извините, плющит и таращит, да, там, там они молодцы прям, не стесняются. А кто-то сдержанно просто слушает, и такое даже чувство, что их не прочувствовали как будто. Хамусотерапия как общее название можно использовать, но единственное, что сложно сказать, что это даст каждому конкретному случаю. Потому что кто-то становится радостный, веселый, кто-то начинает, наоборот, грустить, кто-то вспоминает там родину, допустим, да, плакать начинает, грустят. Кто-то засыпает сразу, храп стоит на весь концертный зал. Но человек так отдыхает. И вот ему так нравится. И каждый что-то свое из этого берет. Но в любом случае ничего плохого, это точно, хамус не приносит. Только вот очищение, да, какое-то умиротворение. Или наоборот, запал энергии. Наверное, зависит от того еще, кто играет. Ты очень часто говоришь, что когда ты выходишь на сцену, выступаешь, это всегда импровизация. Да. И как вообще это происходит? Все равно же есть какой-то наработанный материал, да, есть очень популярные вещи, которые ты исполняешь из концерта в концерт. И как их сделать, ну, более-менее одинаковыми, я не знаю, если это импровизация, или как они меняются и из-за чего происходят такие изменения? Есть скелет, да, то есть я знаю, что сейчас про белую волчицу, например. И все, значит, я уже в голове выбираю набор инструментов, что я буду использовать. Там звуки с дыханием, там ритм определенный, бой, ритмический рисунок, и вот вой, допустим, да. И эти инструменты я начинаю ими жонглировать, просто играть. Но форма все равно есть, конечно, да, она остается. То есть это вступление, развитие, вот разработка, какой-то пик, апогей, кульминация и завершение. То есть музыкальная форма, все это остается, скелет.
А внутри может происходить все что угодно. И зависит как от моего настроения, состояния, фазы Луны и не так и от слушателя. То есть понятно, что если я буду играть детям, я буду играть по-другому, да? Я буду с ними заигрываться, я буду играть утрированно, как-то гротескно, чтобы зацепить детское внимание. Ведь дети — это самые трудные слушатели, да? Их невозможно заставить слушать. Если им не интересно, они, да, вообще не будут тебя слушать. И не будут притворяться, что они в образе слушают. Да? Взрослым играть проще, да? Поэтому для взрослых я буду играть по-другому. Конечно, зависит от слушателя, ну и от твоего настроения. А были когда-нибудь такие зрители, которым не понравилось вот твое выступление? Я вот думала, что им не понравилось, да, я была в шоке. Я выступала, где же я выступала? По-моему, я вспомнила, в Новом Уренгое. Не будем называть фирму. Да? Я, в общем, там выступала. У них банкет фуршет, лухари барвиха, короче, все там в мехах, там в бриллиантах. И я, думаю, надо вот как следует достойно выступить. Такая вышла там, от души вообще все сыграла. И в ответ жидкие хлопки, короче, я под стук собственных каблуков, короче, ушла со сцены. Для артиста это вообще фиаско. И я такая, короче, захожу за сцену и говорю ведущим, все, говорю, провал. Они такие, ты чё, это успех, ты видела, как до этого фокусника? А тут мировых наших, тоже не буду говорить, кого пригласили туда выступать, наших знаменитых товарищей магов, им вообще не аплодировали. То есть, оказывается, я понравилась. Это были, оказывается, просто овации. Просто народ, оказывается, считается, что это не, не культурно у них. Они же там элита, все дела. И вот лишний раз не утруждаются вот аплодировать. И вот эти 3 хлопка, которые я получила, оказывается, из всех артистов у меня был вообще огонь. Так что я такая, слава богу. То есть не было такого, что к тебе после концерта подошли и сказали: знаете, Алена, конечно, интересно, но... Какая-то фигня. Нет, такого на выступлениях никогда не было. Обычно все... по дереву постучать. Обычно люди все остаются после концертов, хотят пообщаться, да. Вот нет таких, которые там ушли посередине концерта или еще что-то. В комментариях можно что-нибудь негативное увидеть, да? Когда ты выкладываешь в YouTube там или куда свое творчество, да, находятся люди, которые пишут, типа, просто полный капец, короче, типа, что это вообще? Но это их мнение, они имеют на это право. А так, конечно, пишут много негатива, но больше позитива. И я, не переживаю, как бы. У меня свой путь, я знаю, что я на правильной дороге, я благословлена, так сказать, да, и всегда с позитивом, всегда с улыбкой. Сколько людей, столько мнений, да, или, как говорят, на вкус и цвет все фломастеры разные. Очень было приятно с тобой пообщаться. Всегда душевно Алена, общаться. спасибо тебе. Спасибо тебе, Барга Махтал.